сочинения, за что Константин Николаевич Леонтьев критиковал Достоевского, эсхатологические прозрения или розовое христианство. Ну, следует начать с введения. Фигура Федора Михайловича многоипостасна. Это и писатель-романист, социальный и политический философ, отчасти богослов. Во многом именно от Достоевского ведет отчет экзистенциалистская, персоналистская и даже в какой-то мере русская религиозная философия. Федор Михайлович Достоевский – это яркий публицист и зачастую очень саркастичный журналист. По словам Игоря Леонидовича Волгина, это первый блогер. С этим можно не соглашаться, но именно Федор Михайлович впервые, можно сказать, в русской журналистике запустил такой проект, как «Дневник писателя». Остановим нашу исследовательскую лекторскую оптику, направим ее на сферу религиозно-философских убеждений, а именно эсхатологических и сотериологических взглядов Достоевского. Ну, сотериология – это учение о спасении, который является частью догматического богословия. И сотериология посвящена решению двух основных вопросов. Конечная цель, достижение которой будет спасением, и способы ее достижения. И вот о моделях сотериологии, сотериологических моделях мы сегодня и поговорим у Достоевского и у Константина Николаевича Леонтьева. Можно сюда включить Толстого, но это тема отдельной лекции. Итак, значит, взгляды Федора Михайловича нами определены в контексте его публицистики и художественного творчества конца 60-х, 70-х и 80-го года, значит, когда он, в общем-то, умирает. Значит, условный план нашей лекции. Вот можно посмотреть. Значит, и план. Апокалиптика и евдемонизм позднего Достоевского, критика евдемонизма, Константин Николаевич Леонтьев, идеологема «Золотой век», всеобщая гармония, и апология всеобщей гармонии у Владимира Соловьева, эсхатология и психология конца времени. Различные художественные и публицистические формы выражения именно эсхатологических взглядов стали катализатором полемики, разгоревшейся в общественной мысли конца XIX – начала XX веков. Ну, впрочем, в религиозно-философских кругах воззрения Достоевского до сих пор вызывают яростные споры. И одним из самых сильных и проникновенных критиков Достоевского был Константин Николаевич Леонтьев. Писатель, публицист, консервативный философ, общественный деятель, по словам Николая Бердяева, философ реакционной романтики. Вот такое определение он ему дает. И этот год, кстати говоря, тоже юбилейный для Леонтьева, 190 лет со дня его рождения. Он родился 25 января по старому стилю 1831 года. Ну, отправной точкой появления эсхатологической проблематики в русской классической литературе и философской мысли, возможно, следует считать разработку концепции мировой гармонии или всеобщей гармонии у Достоевского. Надо сказать, что гармония и ее варианты, всеобщая гармония, мировая гармония, вселенское единение – это центральная категория социально-утопического дискурса Достоевского, и именно эта идея встретила серьезную и, наверное, самую глубокую критику со стороны оригинального философа, упомянутого уже Константина Николаевича Леонтьева. Ну, попробуем разобраться в природе этого незавершенного, в общем-то, спора о возможности грядущего царства мысли и света. Итак, апокалиптическая тематика проникла в русскую философскую мысль постепенно на протяжении второй половины XIX века. И, кстати говоря, в нынешних непростых условиях пандемии, тотального разобщения, стало общим местом вспоминать сюжет «Пятого сна», каторжного сна Родиона Раскольникова. Я напомню, что это сон о моровой язве, где повествуется о том, что появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Ну, анализ этого сна в контексте апокалиптика катастрофических прозрений автора «Преступления и наказания» мог бы стать предметом отдельного разговора, лежащего за пределами обозначенной нами темы. Ну, тем не менее, мы полагаем, что исходным пунктом развития эсхатологической тематики
послужила разработка различных вариантов вот этой самой всемирной гармонии у Достоевского. И, кстати говоря, подобные схожие теории мы находим у славянофилов. То, что потом Леонтьев назовет термином, бытовавшим в философии той поры, термином евдемонизм. К нему мы обратимся чуть позднее. Вот посмотрим на новое издание Евангелия. Евангелие Достоевского. Это известная достаточно книга, которая была подарена Достоевскому Натальей Дмитриевной Фанвизиной, женой декабриста Фанвизина, в Тобольске во время пересылки каторжной. И, значит, именно эту книгу Достоевский читал на каторге все 4 года. Известно, что других книг каторжникам не дозволялось иметь. И это была книга уникальная в своем роде, потому что издана она была в 23 году Русским библейским обществом. Вот можно на нее посмотреть, так она выглядит. И каторжники — это была единственная категория граждан, которым позволялось читать эту книгу. Дело в том, что Николай I запретил это издание, и, в общем-то, все экземпляры были фактически уничтожены. Значит, и Достоевский, не имея права пользоваться какими-то письменными принадлежностями, делал пометки ногтем. Ну, вот в современных условиях с использованием оптико-электронных текстологических инструментов удалось расшифровать эти пометки. Всего, как известно, он сделал 364 пометки ногтем и 299 пометок карандашом. Вот сейчас она переиздана в футляре в виде каторжного каземата. Вот предыдущий слайд, можно посмотреть. Здесь сибирская тетрадь знаменитая и несколько томов исследований. А вот так выглядит обложка этого оригинального издания. Итак, все творчество Достоевского, в общем-то, насыщено эсхатологическими мотивами, образами, сюжетами. Ну, есть мнение, в частности, это мнение озвучено у современного философа Даниила Семикопова, что романы «Идиот» и «Бесы» носят характер своего рода толкования на апокалипсис. Ну, он же утверждает, что эти романы имеют свою историосовскую ценность. Ну, с этим сложно спорить. И вот весь роман «Идиот», по мнению Семикопова, это такой своеобразный комментарий к апокалипсису. Значит, такого же мнения, как известно, придерживался Константин Мачульский, критик Серебряного века. Он говорит, что «Идиот» в плане метафизическом есть апокалиптическое видение мира. Ну, вспомним диалектически сложного и во многом парадоксального персонажа из романа «Идиот» Лебедева. Вот, значит, титульный лист издания романа «Идиот» и известное толкование Лебедева, где он как бы отводит место современного мира вот в этой апокалиптической географии или хронологии. Мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права ищут. Мера пшеницы за динарий, и 3 меры ячменя за динарий. Да еще дух свободный, и сердце чистое, и тело здоровое, и все дары Божии при этом хотят сохранить. И на едином праве не сохранят. А за сим последует конь бледный, и тот, коему имя смерть, а за ним уже ад. Кстати говоря, в другом месте тот же Лебедев характеризует звезду Полынь как сеть железных дорог, упавших на лицо земли. Ну, мы можем вспомнить с вами индустриализацию в России и строительство Транссибирской магистрали, которое началось уже при Александре III. Ну вот, можно посмотреть на, собственно, лист Евангелия Достоевского, Откровение Иоанна Богослова. Здесь, напротив 11 стиха 13 главы, стоит пометка «социал». Ну, здесь не видно, а вот в другом месте это можно отчетливо прочитать. «Социал», и там, видимо, стерт суффикс «изм». Фраза там такая: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и имел он 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Это второй зверь, который предшествует первому зверю.
а именно антихристу, ну, который в другом месте, вот здесь вот это видно, называется Достоевским общечеловеком. Кстати говоря, общечеловек – это все-таки, видимо, словечко, изобретенное самим Достоевским. Во всяком случае, встречать мне его не приходилось ранее. И здесь мы читаем: «И зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7». Ну, кто это общечеловек? Это, если уж говорить современным языком, это герой без корней, без тайн, это типичный персонаж нового научного времени. И рядом с великой блудница сядет на звере багряном, имеющим 7 голов. Достоевский пишет «цивилизация». Вот здесь это достаточно четко можно видеть. Значит, ну, если мы говорим о том, что Достоевский говорит о том, что настанет период некого торжества правды Божией на земле, в котором Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении 1000 лет. Это называется хилиазмом. Так, сейчас дойдем. Хилиазм – это, в общем-то, учение, согласно которому, значит, к концу мира будет предшествовать тысячелетнее царствование Божие на земле, и с религиозно-философской и с православно-богословских позиций отношение к нему двойственное. Ну, сейчас, насколько мне известно, хилиазм маркируется как ересь. И образно отношение к хилиазму выразил Сергей Булгаков, русский философ религиозный. Он сравнил хилиазм с неким историческим горизонтом, который одновременно и существует, и не существует. Ну вот процитирую. С одной стороны, он является, несомненно, лишь нашей перспективной проекцией, и в этом смысле хилиазм есть обман нашего зрения. Но с другой стороны, иллюзия – это следствие реальных фактов шарообразности Земли, положения нашей планеты в астрономическом пространстве. Живя при этих условиях, мы не можем не видеть горизонта и практически не считаться с ним. Ну, вот таким образом горизонт, постоянно убегающий, то есть Царство Божие, на Земле, недостижим. Он постоянно уходит от нас, и мы это знаем. С другой стороны, мы не можем не стремиться к нему и иметь его перед глазами как некую предельную духовную цель. Однако так ли все просто у Достоевского? Ну, действительно, значит, идеи Достоевского в области философии и истории на самом деле могут быть охарактеризованы как в известной степени с такое своеобразное хилиастическое учение. Значит, но это учение будет принципиально отличаться от древнего хилиазма и европейского утопизма нового времени, вот, который мы тоже попытаемся обозначить как один из таких глобальных претекстов для философии Достоевского. В январском выпуске дневника писателя за 1876 год, сейчас мы попробуем найти, да. Значит, нет, это не то, секундочку. Так, ну, значит, пока пускай у нас будет сон смешного человека, а к заметке чуть позже подойдем. Так вот, в дневнике писателя Достоевский публикует ряд фантастических рассказов и в 1976 году публикует заметку «Золотой век в кармане». Ну, что это такое? Значит, золотой век, мы понимаем, что это некое метафорическое выражение вот этой всеобщей благодати, да, всеобщей гармонии. И пришла мне в голову одна фантастическая и до нельзя дикая мысль. Ну что, подумал я, если все эти мнимые почтенные гости захотели бы хоть на миг стать искренними, простодушными, во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну, так размышляет герой, находясь в светском обществе. Ну что, если бы каждый из них вдруг узнал, в чем секрет? Что, если бы каждый из них узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума? Куда ума? Остроумия. И вот это было бы, да, вот это было бы таким пробуждением золотого века. Знаете ли, что даже каждый из вас, если бы захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? Неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках? Ну, имеется в виду декоративное изображение золотого века, вот эти идиллические букалические картины, которые были очень популярны в это время.
И дальше он обращается, значит, к генералу, он говорит, что ваше превосходительство, даже у вас в кармане лежит этот золотой век. То есть золотой век может наступить прямо здесь и сейчас. Другое дело, что люди это не могут осознать и вынести. Ну, что еще очень важно, да, значит, нам осознать. Итак, рассмотрим «Сон смешного человека». «Сон смешного человека» был опубликован в апрельском номере дневника писателя. И здесь мы, в общем-то, видим погружение, обращение, значит, вот, некоего героя, путешествия вот в идеальную страну. И здесь тоже мы видим такую попытку создать этот золотой век. Значит, вот это у нас с вами роман «Идиот» и «Сон Версилова». Сон Версилова, который тоже, в общем-то, свидетельствует о том, что для Достоевского было важно установить эту гармонию. Сон о золотом веке, который, значит, Версилов видит. Далее. И знаменитая пушкинская речь. Давайте вот к ней обратимся, к пушкинской речи сразу. Значит, Достоевский пишет пушкинскую речь, он ее фиксирует. Сначала он ее произносит, значит, 8 июня по старому стилю, 20 июня в Дворянском собрании на заседании Общества любителей русской словесности, значит, где публика устроила, как известно, Достоевскому овацию. Ну, вот 6 июня по старому стилю было открытие, а через 2 дня в Дворянском собрании он прочитал свою знаменитую речь. Она вызвала просто истерическую реакцию, кто-то падал в обморок, кто-то, значит, обнимался вот в этом порыве братской любви. Известно, что Аксаков выбежал на сцену, объявил публике, что это не просто речь, а историческое событие. Ну и отныне наступает братство и не будет недоумений. Все эти факты очень хорошо известны. Тургенев послал, значит, Достоевскому воздушный поцелуй, содержание речи тоже известно. Ну, она была опубликована уже позднее Достоевским в дневнике писателя в августовском номере. И здесь мы читаем очень важную вещь. У народа Европы народы Европы не знают, как они нам дороги. И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским будет именно значить, что стремится внести всеобщее примирение в европейские противоречия, уже окончательно указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей вместе с нею, с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Ну, восторг, уже через несколько дней наступает отрезвление. И один из откликов, особенно задевший писателя, появился уже буквально через несколько дней, был опубликован в газете «Голос». Вот этот отклик. Это был Александр Дмитриевич Градовский, личность весьма известная, профессор Санкт-Петербургского университета. Значит, его статья называлась «Мечты и действительность». И здесь он оппонирует Достоевскому. Он упоминает, что Достоевский, значит, отмечает вот эту идею совершенствования, едко замечает, что совершенно не обязательно, чтобы лично совершенные христиане обязательно образовывали совершенное общество, ибо законы этого общества могут остаться нехристианскими. Значит, Градовский пишет, что Достоевский призывает работать над собой и смирить себя. Личное самосовершенствование в духе христианской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой деятельности, большой или малой. Но из этого не следует, чтобы люди, лично совершенные в христианском смысле, непременно образовывали совершенное общество. Мысль любопытная. Более того, он
говорит о таких персонажах, как Коробочка и Собакевич, приводит пример. Предположим, что начиная с 800 года ряд проповедников христианской любви и смирения принялся бы улучшать нравственность Коробочек и Собакевичей. Можно ли предположить, чтобы они достигли отмены крепостного права, чтобы не нужно было властного слова для устранения этого явления? Напротив, Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христианка, настоящая мать своих крестьян, и пребывала бы в этом убеждении, несмотря на все доводы проповедников. Городовский указывает на то, что никакой окончательной гармонии в апокалипсисе не предвидится. Вот это очень важная мысль, потому что позднее Леонтьев ее повторит. Скажет он так: даже Городовский догадался упомянуть в своем слабом возражении господину Достоевскому о пришествии Антихриста и о том, что Христос пророчествовал не гармонию всеобщую, мир всеобщий, а всеобщее разрушение. Ну, можно посмотреть, как это формулирует Городовский. Он говорит о том, что свершится то, чего не предсказывает апокалипсис. То есть Достоевский нам говорит о том, чего в апокалипсисе, то, о чем в апокалипсисе не говорится. Напротив, апокалипсис возвещает не окончательное согласие, а окончательное несогласие с пришествием Антихриста, которое произойдет. Зачем же приходить Антихристу, говорит Городовский, если мы изречем слово окончательной гармонии? Значит, Достоевский ответил Городовскому в августовском номере дневника писателя в 80-м году, это единственный в 80-м году, который вышел, и сначала он пеняет Городовскому на то, что живой целокупный организм вы режете вашим ученым ножом на две отдельные половинки и утверждаете, что эти две половинки должны быть совершенно независимыми одна от другой. Под половинками имеются в виду, как можно догадаться, христианские и гражданские добродетели. Они должны рассматриваться по Достоевскому вместе. Ну и очень любопытно, Достоевский защищает от нападочек гоголевского персонажа Коробочку. Он говорит: курьезно вы, однако же, понимаете христианство. Представить, что Коробочка, Собакевич стали настоящими христианами, уже совершенными. Вы сами говорите о совершенстве. Можно ли тогда убедить их отказаться от крепостного права? Вот коварный вопрос, который вы задаете. И, разумеется, отвечает на него: нет, нельзя убедить Коробочку, даже совершенную христианку. На это я вам прямо отвечу. Если бы только Коробочка стала и могла стать настоящей, совершенной уже христианкой, то и крепостного права в поместье бы уже не существовало бы вовсе. Так что хлопотать было бы не о чем, замечает Достоевский. Ну, значит, видимо, этот ответ Достоевского не убедил, и уже в 1981 году, в последнем, значит, своем публицистическом выступлении в дневнике писателя за январь 1981 года, который вышел уже после смерти Достоевского, он публикует знаменитый фрагмент, который нам особенно интересен, про так называемый русский социализм. Видимо, в чем-то Городовский его убедил вот в этих объективных обстоятельствах, которые не снимаются путем личного самосовершенствования. Да? И он говорит о том, что вся глубокая ошибка вот этой либеральной публики, что они не признают в русском народе церкви. Он имеет в виду Городовского. Я не про здания церковные теперь говорю, не про притчи, а про наш русский социализм теперь говорю. И это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения своей мысли, как ни показалось бы это странным, цель и исход которого – всенародная вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, когда всегда в нем присущую великого всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христова. И, собственно, здесь он дает определение этого русского социализма. Значит, что это такое? Он говорит, что не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского. Он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христова. Вот наш русский социализм. Да? Казалось бы, очень странное для Достоевского высказывание, с учетом его критики европейского социализма, к которому мы тоже сейчас обратимся.
Вот. Но, тем не менее, вот этот конструкт, который он, кстати говоря, до конца так и не разработал, хотя в 1964 году была попытка написать статью «Христианство и социализм», «Православие и социализм», но она не была закончена. Таким образом, если Достоевский раньше критиковал социализм, то теперь он раскрывает основу этой критики. Он не отрицает, что те задачи, которые ставит перед собой социализм, в общем-то, нужно решать. Ну и тем самым косвенно признает правоту Городовского насчет социальных форм. Другое дело, что западный социализм, по его мнению, построить благодатное общество уже не может в силу своей атеистичности. Вот это принципиальная позиция Достоевского, и построить вот это вот всесветное, да, благодатное общество может русский социализм, как он на тот момент считал. Значит, всесветное единение во имя Христова, смысл и исход есть всенародная Вселенская Церковь. Вот это понятие «всенародная Вселенская Церковь» позже мы прочитаем у Владимира Соловьева, и эта категория не так проста, как кажется. Да, что такое Вселенская Церковь, нам тоже предстоит осмыслить. Значит, именно она является основой общества, должна являться основой общества и должна совершить то, что силится и не может совершить западный социализм. Значит, в 80-м году Достоевский печатает объяснительное слово к, значит, пушкинской речи, и, значит, в объяснительном слове сам Достоевский выделяет 3 основных тезиса. Вот эти 3 основных тезиса, которые мы сейчас обозначим, стали предметом полемики уже с Константином Леонтьевым. Итак, первый тезис очень кратко. Русский народ обладает особым качеством, которое отличает его от других народов. Русская душа и русский гений может быть наиболее способны из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего, извиняющего, несходное, снимающего противоречия. Стать настоящим русским значит стать всечеловеком. У Достоевского прямое противопоставление общечеловека и всечеловека. Это 2 его термина, которые находятся в антонимических отношениях. Это первый тезис. Второй тезис. Для настоящего русского Европа – это удел всего великого, ну, как он говорил, арийского племени, это цитата, кстати, не менее дороги, чем сама Россия. Русский народ, составляющий 80 миллионов человек, пример духовного единения, которого нет и не может быть в Европе. И в этой ситуации именно русский народ по Достоевскому призван внести примирение в европейские противоречия и уже окончательно указать исход европейской тоске. Значит, в вот этой всевмещающей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей. Ну, собственно, фигуру Пушкина он и как раз позиционирует как такого всечеловека, который умел перевоплощаться в любого европейца. Он говорит, что если Шекспир, скажем, там, создает трагедию по мотивам итальянской жизни, то Шекспир остается англичанином своих итальянских. А вот Пушкину удается перевоплотиться. Он может перевоплотиться в итальянца, в англичанина, в немца, в француза, в кого угодно. Вот эта вот способность перевоплощаться, значит, это национальная черта. Поэтому Пушкин национальный поэт. Значит, в чем, кстати говоря, он упрекнул Тургенева, когда Тургенев выступал 6 июня, Тургенев очень мягко и сдержанно охарактеризовал Пушкина. Там не прозвучало слово «национальный поэт», и Достоевский пишет в письме Анне Григорьевне, жене своей, что вот постеснялся, ну, некрасиво было со стороны Тургенева не назвать Пушкина национальным поэтом. И третий тезис. Третий тезис – изречь окончательное слово великой всеобщей гармонии. Вот результат развития истории. Значит, окончательное слово братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Ну и вот именно эти 3 тезиса, по мнению историка протоиерея Георгия Ореханова, который весьма подробно разобрал сатериологический спор между Достоевским и Леонтьевым. Именно
на эти три тезиса была направлена критика Леонтьева. Кстати говоря, Ореханов очень любопытно называет Константина Леонтьева Лермонтовым русской философии. Ну и если иметь в виду, значит, вот эти тезисы, то для более глубокого понимания религиозно-философских взглядов Леонтьева и, собственно, его критических стрел, нужно, наверное, вспомнить, собственно, о фигуре самого Леонтьева. Сейчас попробую его показать. Вот фотография Леонтьева, Константин Николаевич Леонтьев. Его биографический контекст очень важен, потому что по своему базовому образованию он был врач. Он закончил Московский университет. Кстати говоря, в отличие от Чехова, он получил диплом магистерский и имел законченное медицинское образование. Сразу после получения диплома он отправляется в Крым, участвует, значит, в качестве врача в Крымской войне. И, значит, наблюдая, собственно, да, вот все ужасы этой войны, он испытывает трансформацию сознания. Если он начинал как такой либеральный материалист в духе натуральной школы, то в 60-х годах происходит переворот его мировоззрения. И важнейшее событие с ним происходит в 1771 году. Он заболевает холерой, он ощущает скорую, близкую гибель, он, значит, как врач поставил себе диагноз, и исход здесь непредсказуем. Тогда он обращается к Богородице, значит, обещая ей уйти в монашество в случае исцеления. Долгое время он служил дипломатом в Турции, очень хорошо знал нравы и особенности балканских народов. И, кстати говоря, его главная работа, значит, «Россия и византизм», она как раз построена на вот опыте его консульского служения. Константин Леонтьев – один из крупнейших дипломатов своего времени. Мы можем вспомнить другого дипломата, Федора Тютчева. Что-то есть в них общее, на мой взгляд, в их позиции. И когда Достоевский создавал свой образ Версилова в романе «Подросток», по мнению Анастасии Гачевой, в частности, он имел перед глазами именно Тютчева. Тютчев как вот такой русский европеец. И Леонтьев уже позднее пишет работу о дворянах у Достоевского, где он подробно анализирует образ Версилова, и чувствуется, что этот образ не оставляет его равнодушным. Такое косвенное сближение Тютчева и Леонтьева. Ну и по взглядам они тоже во многом сходились. Правда, у Леонтьева появляется такой термин, как розовый славизм. Он вообще выступал против панславизма. Он считал, что славянские народы, свобода славянским народам не нужна. Именно это приведет к краху, значит, европейской цивилизации. И у него даже есть работа «Национальная политика как орудие разрушения». Ну, что интересно, в 1974 году он знакомится с тем самым преподобным Амвросием Обчинским и 17 лет проводит под его водительством. Амвросий Обчинский – это прототип старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» Достоевского, которого, кстати, Леонтьев не считал похожим. Да? Ну, сейчас мы к этому тоже подойдем, на Зосиму. Значит, Леонтьев проживает в Оптиной пустыне, в монахи его сразу, во всяком случае в Афонском монастыре его не приняли, он принял тайный постриг под именем Климент, в Оптиной пустыне ему тоже жить не разрешили, и последние свои годы он проводит уже в Троице-Сергиевой лавре, где и умирает. Собственно, там находится его могила, и позднее, рядом с его могилой, что интересно, будет могила Василия Васильевича Розанова, с которым он находился в очень близких отношениях. Они вели такую напряженную переписку, и ключ к мировоззрению Леонтьева мы во многом имеем благодаря, собственно, письмам к Розанову. Эти письма изданы сейчас. Так вот, в результате этой болезни писатель, результатом этой болезни становится духовный переворот, а его следствием титаническая работа над собой.
И он ставит перед собой вот те вопросы, которые потом так неудобно поставит в полемической статье, которая будет направлена против Достоевского. Итак, говоря о взглядах, да, Леонтьеву нужно иметь в виду, что он не был готов признать те справедливые эпитеты, да, с нашей точки зрения, и, может быть, с точки зрения современников, которые Достоевский адресует русскому народу. Нет, говорит он, вот все то вселенское, да, всебратское, которое свойственно русскому народу, по Константину Леонтьеву есть большой миф. Он говорит: да разве в России можно без принуждения строгого, даже то, чтобы, не то чтобы что-то сделать, утвердить, да у нас что крепко стоит? Армия, монастыри и чиновничество, пожалуй, крестьянский мир, все принудительно. Значит, таким образом, сама мысль о том, что гармонию Европе принесет именно русский народ, была глубоко ему чужда. Это первое. Более того, Леонтьев говорит, что петербургская Россия уже вообще ничем не отличима от мещанской современной Европы и сама трещит по швам. Это, значит, контраргумент к первому тезису. Второй тезис, что сама идея гармонии России с современной Европой является абсолютно бессмысленной. Значит, для Леонтьева слово «гармония» имело совершенно другое значение. Значит, Достоевский вкладывает вполне определенный смысл, значит, который у него рассеян по большому количеству текстов. У Леонтьева гармония – это всегда наличие темного начала. Итак, мысль Леонтьева в этом смысле солидарна с построениями Николая Данилевского, философа, кстати, который входил на первоначальном своем этапе развития в кружок петрошевцев и очень хорошо был знаком с Достоевским. Для Данилевского, так же, как и для Леонтьева, красота – это единственная духовная сторона материи. Вот, кстати, именно поэтому Леонтьева называют таким представителем русского эстетизма, темного эстетизма. Очень часто его сравнивают с русским Ницше, и Розанов, там, и Булгаков говорили о нем как о русском Ницше. Ну, хотя, на мой взгляд, это достаточно спорный тезис. Итак, красота – это единственная духовная сторона материи. И поэтому единственная связь вот, значит, двух начал мира, собственно, материи и духа, заключена вот в этой красоте. Несмотря на то, что развитие прекрасного сопряжено со многими скорбями, пороками, ужасами, эстетика жизни гораздо менее губительна для религиозных начал, чем простая утилитарная мораль. Вот это очень жесткий тезис. Он направлен, конечно, против протестантской морали прежде всего. Он говорит о том, что простая утилитарная обывательская мораль намного хуже может быть порочной красоты. И тезис он формулирует очень любопытно. Диалектианы, кровавый, да, император Диалектиан, Борджиа были гораздо менее вредны для христианства, чем многие очень скромные и честные бюргеры нашего времени. Это, конечно, скандал по тем временам. Да? Значит, он говорит о том, что ослабеют все проявления героического, живописного, трагического и даже демонического в жизни. И тогда иссякнут постепенно религиозные силы. И, собственно, форма для него, форма это не просто какая-то внешняя оболочка, да, вот, поэтому он, уже находясь в монастыре, таскал, значит, ему приносили книги, там, священное писание, и рядом Байрон. Да, это вызывало недоумение у многих монахов, как можно Байрона читать вместе с Евангелием. Ему даже говорили, что носить эти книги рядом нельзя. Вот с этим до конца жизни, значит, Леонтьев был не согласен. Он говорит о том, что форма – это диктатура внутренней идеи, не дающей материи расползтись. Вот так вот афористично он выражает, что такое есть красота, есть форма. Это диктатура внутренней идеи. Вообще категория порядка, диктатуры, она очень свойственна, очень характерна для Леонтьева. И третий тезис, который он противопоставляет тезису Достоевского, это то, что эстетизм, да, вот, есть своеобразное такое противопоставление эстетизм самого Леонтьева и его взгляды. Это противопоставление исторического христианства христианству моральному.
рождение которого он очень точно почувствовал. Гармония по Леонтьеву, да, вот этот термин мы уже упоминали, это единство в разнообразии, которое не только не исключает антитез, борьбы и страданий, но даже требует их. В работе «Славянство и византизм» он, значит, прямо указывает этапы становления всех народов, от первичной простоты к цветущей сложности. И вот это состояние цветущей сложности требует вот этой гармонии и присутствия темного начала. Значит, по Леонтьеву вот эти мысли Достоевского, вот эта всеобщая любовь есть самообман. Попытка получить сложный результат простым способом, он говорит. Значит, в терминологии Леонтьева все, что эстетично, это творчество. Ну, эстетично значит творчески. То, что растет, органически переходит от простых форм к сложным. Ну, вот он очень часто пользуется такими естественно-научными эпитетами. Значит, он так же, как и Данилевский, получил естественное образование, поэтому очень много у него таких биологических терминов в трудах. Ну вот эта критика, значит, Леонтьева Достоевским получила достаточно такое подробное описание. Была целая конференция в 2012 году в Пушкинском доме. Прошла конференция, которая называлась «Филологическая христианизация русской классики как проблема науки о литературе». Она была приурочена к 130-летию издания брошюры Константина Леонтьева «Наши новые христиане». Вот сейчас мы эту брошюру посмотрим. Вот так она выглядит. Значит, «Наши новые христиане». И здесь нас интересует прежде всего критика в адрес Достоевского. Ну, тут еще по поводу Толстого он высказался, но это отдельный пункт. Значит, этот спор, значит, обозначившийся, этот такой эсхатологический, сатериологический спор, обозначившийся в этой полемике, в этой статье, был достаточно детально проанализирован и осмыслен, огромное количество литературы на этот счет. Но не так давно, в 2016 году, вышла очень любопытная статья Ольги Леонидовны Фетисенко, посвященная, значит, переписке, которая до сих пор не издана, это архивные материалы, переписки Константина Леонтьева и Тертия Ивановича Филиппова. Вот она вводит в научный оборот некоторые архивные материалы. И вот появление этих материалов дало мне, в частности, повод вернуться к этому спору, значит, и на новом витке его осмыслить. Значит, кто такой Тертий Иванович Филиппов? Это такой консервативный государственный церковно-общественный деятель, публицист, публиковался в журнале «Гражданин». Журнал «Гражданин» – это журнал консервативный, который редактировал князь Мещерский, небезызвестный консерватор. И сразу после вот этой речи Достоевского, пушкинской речи знаменитой, 28 июня, уже вышла статья Городовского, Леонтьев пишет Филиппову, в этой переписке вот как раз это зафиксировано, он упоминает о речи Достоевского, выделяя в ней пророческую мысль и, что очень интересно, пророческую мысль о космополитическом назначении славян. Космополитическом. У него вообще парадоксальное мышление у Леонтьева. У него космополитизм очень часто стыкуется с идеей всесветного, всеобщего, всемирного. И при этом, когда он говорит о национальной политике каких-то народов небольших, он их тоже называет космополитами. Вот почему? Потому что они должны раствориться в мире. И он там цитирует в своей статье стихи Пушкина, значит, о том, что вот все мы исчезнем, растворимся в пустоте, в небытие. Значит, и вот это несогласие побудило Леонтьева к полемике с Достоевским. Так и, в общем-то, появилась эта статья. Статья о всемирной любви, речь Достоевского на Пушкинском празднике. Позднее он, значит, эту статью включит в отдельную брошюру, которая вот так и называется «Наши новые христиане». Но первоначально она выходит в журнале «Варшавский дневник». Это такой периферийный журнал. Одно время сам Леонтьев был заместителем редактора этого журнала. Значит, 29 июля
номер 162 и 7 августа 169 и 12 августа 173. Вот в этих 3 номерах выходит, значит, эта статья. Она осталась незамеченной. Значит, и Достоевский знал о ней. Достоевскому присылает эту статью сам Победоносцев с такими достаточно сдержанными поздравлениями в его адрес. Мы знаем, что Победоносцев был конфидентом и у Достоевского, и у Леонтьева. Да, он переписывался с тем и другим, это такая связующая личность. И публично Достоевский ответить не успел, как известно. Через полгода он умирает. Значит, этот спор в каком-то смысле остался незавершенным. Но что интересно, у Леонтьева было свое понимание социализма. Он называл это реакцией будущего. И мы о нем потом узнаем из ряда писем, уже более поздних, из воспоминаний его учеников. Но уже в этой статье, посвященной Достоевскому, звучит следующий любопытный тезис. Социально-политические опыты ближайшего грядущего, которые по всем вероятиям неотвратимы, будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм, то есть глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот, теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества. Ну, звучит пророчески, безусловно. Вообще многие мысли Леонтьева оказались очень глубокими. Он предсказал распад славянских народов, предсказал распад Югославии и, значит, отношения, в общем, славянских народов к России. Вот болгар он очень недолюбливал, что интересно. Значит, известно, что в переписке с Филипповым, мы к ней еще вернемся, значит, он пытается проанализировать, да, что такое розовое христианство, вообще вот саму эту идиому, что это значит, вот это определение. Ну, чуть попозже к ней подойдем. А теперь давайте посмотрим, почитаем статью. Итак, что мы здесь видим? Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса, вера в божественность распятого при Понтийском Пилате Назарянянина, который учил, что на земле все неверно, все неважно, все недолговечно, а действовать и вековечность, а действительность и вековечность настанут после гибели земли, всего живущего на ней. Вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Неполное и повсеместное торжество любви и всеобщей правде на этой земле обещают нам Христос и Его апостол, а напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпадать с последними попытками сделать всех хорошими христианами. И он приводит целый список цитат, подтверждающих его мысль из Нового Завета. Значит, он цитирует послание апостола Павла фессалоникийцам. Значит, дальше он цитирует Евангелие от Матфея, где сказано о том, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется, и приповедано будет сие Евангелие царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И, значит, ссылаясь на пророка Даниила, вы увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. То есть в конце человеческой истории нас ждет не спасение, не вселенская гармония, а разрушение. И постулирует, дает такой тезис. Верно только одно, точно одно, только одно несомненно, все здешнее должно погибнуть. Ну, по-моему, вот этот тезис. И потому, на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенческие болезненные мечты и восторги? День наш, век наш. И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, и сердечно лишь о ближайших людях. Именно о ближайших, о ближних, а не о всем человечестве. Правды всеобщей здесь не будет. И по Леонтьеву не будет никогда. Ну, как назвать вот эту сатериологическую модель? Сам Леонтьев называет ее трансцендентальным эгоизмом. Что это такое?
это забота о спасении своей души, и не более того. Вот это последнее высказывание Леонтьева эсхатологически верно с точки зрения богословия, но выводы из него, как указал сам Достоевский, а он прочитал эту статью и успел, кстати говоря, ответить Соловьеву в том смысле, что Леонтьев перегнул палку, он неправильно его понял. Вот на выводы из, значит, этого Достоевский, с выводами Достоевский не согласен. Итак, философ задается риторическим вопросом. Какое христианство? Общеевангельское какое-то или православное? А какое православное? Да? С верой в икону Иверской Божией Матери, в святые мощи святого Сергия, в проповеди Тихона Задонского и Филарета, в прозорливость святой жизни и, значит, святой жизни некоторых живущих монахов. Какое же христианство спасет будущую Россию? Первое, неопределенное евангельское, вот это общеевангельское, да, которое с его точки зрения исповедует Достоевский. Или второе, с определенными формами, всем, хотя и с виду, если не по внутреннему смыслу, знакомыми. И, ссылаясь на роман «Бес», он говорит, что не в романе «Бесы» мы не найдем ответа на этот вопрос. Хотя бесы, да, вот они показаны. Братья Карамазовы уже ближе к делу, говорит Леонтьев. Видно, что автор сам шел, хотя и несколько медленно, но все-таки по довольно правильному пути. Он приближался, с его точки зрения, все больше и больше к церкви. Ну и какой же он делает вывод? Тот, кто пишет о любви, будто бы христианской, не принимая других основ вероучения, есть не христианский писатель, а противник христианства, говорит Леонтьев. Более того, он способствует так называемому демократическому уже прогрессу, в действительном духе которого нет и тени христианства, а все враждебно ему. Ну и Леонтьев говорит, что в речи Достоевского Христос, по крайней мере, да, до того доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе даже не справляться с азбукой катехизиса. То есть он обвиняет Достоевского в нарушении катехизиса, то есть самыми существенными положениями и безусловными требованиями православного учения. Поэтому теория о всеобщем братстве народов, повсеместной гармонии абсолютно ложная. Итак, таким образом, с точки зрения Леонтьева, христианство Достоевского, ну и Толстого, кстати говоря, в еще большей степени, носит не церковный, не отеческий и не византийский характер, не соответствует византийскому идеалу. И проповедь такого христианства способна по Леонтьеву принести вред. Ну, как я уже сказал, вот этой соборной вселенской любви Леонтьев противопоставляет трансцендентальный эгоизм, то есть заботу о спасении души и личном загробном воздаянии. Кстати говоря, в одном из писем, написанном буквально за несколько дней до смерти, он подчеркивает, что именно и это составляет главное содержание христианской жизни, что дало, кстати, повод уже Леонтьеву с своей стороны, в свою очередь, обвинить в ереси. Он пишет: «Если бы покойный старец Амвросий, тот самый, который был прототипом Зосима, напоминаю, 25-летним юношей не думал бы исключительно о спасении своей души, если бы не вдохновлялся тогда тем, что я зову трансцендентальным загробным эгоизмом, а думал бы только о том, чтобы улучшить земную жизнь других, то из него вышел бы гордый, раздраженный или пустой человек. Но, думая десятки лет лишь о своем спасении, он стал великим спасителем других». Значит, Леонтьев прямо указывает на то, что с прямой связи, вот это очень важный момент, между моральными принципами и христианской вероучительной основой нет. Идеал святости имеет своим фундаментом учение Христа и не сводится к честности, доброте, милосердию, воздержанию и самоотвержению. Все это хорошо, говорит он, но это не христианство, это не православие. Ну и приговор Достоевскому более чем серьезный. Философский приговор. Значит, в письме Розанову уже в 1991 году, незадолго до смерти, он пишет о великом инквизиторе Достоевского.
Ведь я признаюсь, хотя и не совсем на стороне инквизитора, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. И то, и другое крайность. А евангельская и святоотеческая истина в середине. Я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение. Действительно, инквизиторы в Бога и Христа веровали. Кстати, интересное у него отношение к католической церкви, он отдает ей должное. И инквизиторов все время на протяжении всего своего творчества выставляет последними такими борцами за истинное католичество. Значит, истинные инквизиторы веровали в Христа, посильнее Федора Михайловича, он говорит. Иван Карамазов, устами которого Федор Михайлович хочет унизить католичество, совершенно не прав. Инквизиторы, благодаря общей жестокости века, впадали в ужасные и бесполезные крайности. Но крайности религиозного фанатизма объяснить безверием, да, что делает Иван Карамазов, это уж слишком оригинальное празднословие. Вот так вот в письме Розанову характеризует великого инквизитора и вот свое отношение к нему Леонтьев. Любопытно, что когда Леонтьев рассуждает о содержании пушкинской речи, он называет имена конкретных философов и писателей, которые, на его взгляд, являются подлинными предшественниками вот этой идеи всемирной любви. Так, вот, наверное, здесь, да? Да, вот это цитата, этот фрагмент. Значит, он говорит о том, что то, что исповедует Достоевский, это евдемонизм. Евдемонизм христианского социализма. Идея Золотого века, он номинирует эту идею розовым христианством и противопоставляет, как мы уже сказали, староотеческому аскетизму. И здесь он, кстати говоря, оказался невероятно прозорлив, потому что, конечно же, Леонтьев не знал и знать не мог круг чтения Достоевского, но он называет практически тех философов и писателей, на которые Достоевский действительно ориентировался в молодости. О всеобщем мире и гармонии, опять-таки в смысле благоденствия, а не в смысле поэтической борьбы, заботились и заботятся, к несчастью, многие у нас. И на Западе. Виктор Гюго, воспевающий междоусобие и цареубийство, Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами, социалисты, квакеры, по-своему Прудон, по-своему КБ, по-своему Фурье и Жорж Санд. В программе, кстати, издания «Русской мысли» тоже обещают царство добра и правда на земле, будто бы обещанного самим Христом. В собственных сочинениях Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново. Ново же в речи Достоевского приложение этого полухристианского, полуутилитарного, всепримирительного стремления к многообразному, чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина. Он говорит, что вот эпитеты и применение вот этой евдемонической стратегии, да, вот, к Пушкину неправильно, потому что Пушкин весь состоит из противоречий, да, и темное начало, вот это демоническое начало, в нем отрицать нельзя. Ну, как бы то ни было, вот мы можем действительно проследить круг интересов Достоевского и самым удивительным образом обнаружить, что Леонтьев очень точно указывает нам на его предшественников вот, в плане понимания вот этой всеобщей гармонии. Уже позднее Струве, философ Павел Струве, замечает по этому поводу, что Леонтьеву претила характерная для Достоевского примесь к христианству гуманизма и сентиментализма. Отчасти совершенно самобытного, он говорит, народнического, а отчасти заимствованного у западных социалистов. И главным образом у кого? У Фурье и Жорж Санд. Ну вот теперь, собственно, о предшественниках. Да? Значит, мы помним с вами, что действительно Сен-Симон и Фурье очень сильно повлияли, значит, на Достоевского. Вот Сен-Симон пишет, что золотой век, который слепое предание относил бы до сих пор к прошлому, находится впереди нас. Вот этот эпиграф Сен-Симона, который он предпосылает своему труду рассуждения литературные, философские и промышленные, был девизом петрошевцев, как известно. И вот
тезис о том, что люди должны относиться друг к другу как братья, стал высшим принципом для петрошевцев. Значит, и Фурье, конечно. Вот надо сказать, что в фантастическом рассказе, который мы упоминали, фантастический рассказ «Сон смешного человека», мы сталкиваемся почти с прямыми цитатами из таких вот футуристических, футурологических проектов Фурье. Они были обозначены в его утопических трудах. Ну, вот у Фурье есть такая работа «Объяснение некоторых линий всеобщих судеб». И там он говорит о путешествии человека на другие планеты. И вечное блаженство, надежда, на которую дают вам религии, будет зависеть от благосостояния других планет, где ваши души соединятся с материей после того, как проведут 80 тысяч лет на планете, на которой мы обитаем. Ну, у него там очень точные такие, значит, цифры. Интересно, что в романе «Подросток» сын Верзилова, биологический сын Аркадий Долгорукий, критикует вот эту теорию фаланстеров, значит, этих общин, которые придумал, значит, Фурье. А имя Аркадия, уже говорящее, Аркадия – это как раз вот эта страна, идиллическая страна, страна блаженных пастушков, где царствует золотой век. И что еще интересно? Интересно, что называется имя Жорж Санд. Жорж Санд, вот французская писательница Жорж Санд. И здесь Леонтьев оказался тоже очень прозорлив, потому что, казалось бы, юношеское увлечение Достоевского, вот этот вот французский романтизм. Кстати говоря, Достоевский долгое время работал над переводом романа Жорж Санд «Последнее Альдине». На это исследователи тоже указывают. 4 годами позже, значит, в июльском, прошу прощения, значит, все-таки в 1976 году, то есть раньше, он пишет главу, посвященную Жорж Санд. Жорж Санд умирает, и вот он памяти ей пишет, что Жорж Санд сама в душе своей способна была воздвигать идеал. Сохранение этой веры до конца необыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев. Он прямо называет Жорж Санд деисткой, так же, как и Версилов. Версилов тоже себя называет деистом, то есть Бог создал мир и отпустил свободное плавание. Она умерла деисткой, твердо веря в Бога и бессмертную жизнь свою, но об ней мало этого сказать. Она сверх того была, может быть, и более всех христианкой и всех своих сверстников. То есть Достоевский вот волюнтаристски приписывает Жорж Санд христианские убеждения, вот благодаря своему пониманию Жорж Санд и ее творчества. Он говорит о том, что всех своих сверстников, французских писателей, хотя формально как католичка и не исповедовала Христа, конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, не могла сознательно исповедовать идею, что во всей вселенной нет имени, кроме его, которым можно спастись. Ну, это, что это такое? Нет имени, кроме его, которым можно спастись. Это главная идея православия. Конечно, она не была православной, но для Достоевского важно понимать, что никто Жорж Санд так не любил и не понимал во всей Европе, кроме русских. Вот в России ее действительно обожали. И это дает ему основание считать, что отсюда признание долга, строгие нравственные запросы, значит, и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителей и писателей во Франции в ее время в такой силе, понимавшего, что не единым хлебом бывает жив человек. Вот таким вот образом. Значит, обращаю внимание, да, Леонтьев четко указывает на Жорж Санд. Любопытно, что и в это же время, в 880 году, Салтыков-Щедрин пишет значит, путевые очерки, и в одном из этих путевых очерков, опубликованных на странице журнала «Отечественные записки», он достаточно определенно говорит о предшественниках петрошевцев. Он, указывая на ключевой тезис, да, говоря о Золотом веке, что Золотой век у нас не позади, а впереди, называет тоже конкретные имена. Он говорит Сен-Симон, Кабе, Фурье, Луи Блан и, собственно, Жорж Санд. Отсюда лилась на нас вера в человечество.
Отсюда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас. Словом сказать, все доброе, все желанное, любвеобильное, все шло оттуда. Этот тезис Салтыкова-Щедрина немаловажен для установления роли и значения утопии французского социализма вообще для русской общественно-политической мысли 40-х и 50-х годов. И что любопытно, в ряду тех авторов, которых называет Леонтьев, не упомянут Шиллер. Вот, значит, мы видим его изображение. Шиллер. Его вообще Леонтьев не упоминает. Немецкий романтик, про влияние которого тоже на Достоевского написано очень много трудов. Значит, если значит, о французском социалистическом утопическом социализме сказано огромное количество, есть тут целое исследование. В советское время значит, такие исследователи, как Комарович, Хмелевская, подробно прослеживали типологические связи произведений Достоевского и французских утопистов. Вот. То про Шиллера исследований есть, но их не так много. Но недооценивать влияние Шиллера на Достоевского тоже нельзя. Молодой Достоевский переводил и подражал Шиллеру. Достоевский весьма ценил этого романтика и, кстати говоря, пиетет сохранил до конца своей жизни. Чем же нам интересен Шиллер? Ну, вот по замечанию исследователя Креницына, последняя цель человечества для Шиллера заключалась в том, чтобы обрести высшую гармонию. Опять звучит термин «гармония», превосходящую первоначальную утраченную идиллию на новом уровне, который приведет человечество в высшую жизнь духа и культура в окончательном своем развитии. Таким образом, Шиллер выделяет в духовном пути человечества 3 этапа. Золотой век, затем век его утраты и, наконец, воплощение утраченного идеала в будущем. Ну, у Шиллера есть такой текст «Философские письма», где, собственно, он и указывает на это. Вот цитирую. «Дух сентиментальной поэзии влечет поэта к идеалу. Пусть не ведет нас обратно в наше детство, чтобы заставить нас оплатить драгоценнейшими приобретениями разума покой, который может длиться, лишь пока спят наши духовные силы. Но ведет нас вперед к нашей зрелости, чтобы мы почувствовали награду бойца, счастье победителя, высшую гармонию». Есть, в общем-то, так четко артикулируемое мнение о том, что понимание гармонии, вот этой высшей гармонии у Достоевского заимствовано у Шиллера, шиллеровское понимание гармонии. Вот это предощущение, взыскание гармонии, это шиллеровское поэтическое, такое эстетическое ощущение, как говорил Шиллер, элизиума человека, для которого уже нет возврата в Аркадию. Так вот поэтически Шиллер это характеризует. Вообще для него, конечно, это гармония одна из ключевых категорий. И вот мы видим цитаты из его философских писем, где он прямо говорит, что Вселенная – это мысль Бога. Гармония, истина, порядок, красота, превосходство доставляют мне удовольствие, потому что они мне открывают присутствие разумно мыслящего существа и заставляют меня предчувствовать мое родство с этим существом. В свое время Григорий Михайлович Фридлендер, комментатор, издатель полного собрания сочинений Достоевского, крупный исследователь Достоевского, четко определил, что Достоевский исходил из признания идеала эстетической красоты и гармонии не только отражением гармонического строя жизни более или менее отдаленных прошлых веков, но и символом такого же гармонического по своему складу строя жизни будущего человечества. Вот пишет Фридлендер в работе «Эстетика Достоевского». В свое время этот тезис считался неоспоримым, однако сейчас мы можем справедливо задать вопрос, но только ли символическим значением ограничивается у Достоевского являющийся в его произведениях образ гармонии? Не ближе ли был к истине Соловьев, к которому мы сейчас подойдем? Итак, любопытно, что в 70-е годы при описании светского общества в Эмсе, в дневнике писателя, это немецкий город Эмс, Достоевский о Золотом веке уже говорит в ироническом ключе. В 4 главе дневника писателя за июль-август 1976 года читаем:
Что на водах помогает? Воды или хороший тон? И в связи со встречей русского парадоксалиста. А теперь, раньше был золотой век, а теперь промышленность. Вот вам-то какое дело? Не все ли равно? Они рядятся, они прекрасны, и выходит действительно точно рай. Но не все ли равно? Рай или точно рай? Вот это пояснение, оно очень симптоматично, что это рай или предположение рая. А вот мы можем это назвать золотым веком, значит, это золотой век. Вот таким вот образом Достоевский зачастую сам иронизирует над идеей золотого века. Теперь посмотрим на этот тезис, на этот термин, который Леонтьев озвучивает, евдемонизм. Вот мы специально посмотрели словарь, энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, изданный в самом конце XIX века, и увидели очень характерное, бытовавшее в то время определение этого термина. Значит, к моменту написания статьи Радуловым, Радулов – это вот энциклопедист, который работал над словарными статьями, понимание евдемонизма, видимо, уже оформилось вне рамок религиозных установлений. То есть, очевидно, плоды секуляризации общества. Читаем. Евдемонизм или евдемонизм от греческого евдемония – счастье – это этическое направление, полагающее своим принципам или целью жизни счастья. Ну, дальше он дает такую вот развернутую трактовку, приводит, значит, греческих авторов, греческое понимание этого термина. И самое любопытное вот выделено жирным шрифтом, вот мы прочитаем сейчас. Современная этика, оставаясь по существу христианской, с ослаблением веры в догматику, а также в личное бессмертие, должна была установить или ограничить евдемонистические элементы христианской морали, на которые указано выше. Сверх того, в этических учениях все более и более выступает на первый план социальный момент, отнюдь не противоречащий христианству. Обоснование этических требований, естественно, должно стать иным, чисто рациональным, то есть независимым от религиозных представлений. Вот это ключевая мысль. Представление о счастье должно стать независимым от религиозных представлений. В этом отношении Канту принадлежит большая заслуга. Не в том, что он пытался обосновать религию нравственностью, дело, на наш взгляд, безнадежное, а в том, что он оправдание этических требований искал вне сферы религиозной. Таким образом, Леонтьев опять попал в точку. То есть религиозный евдемонизм, в котором он обвиняет Достоевского, к этому времени уже перестал быть религиозным. То есть евдемонизм полностью секуляризировался, он стал внерелигиозным явлением. Любопытно, что вот этот самый журнал «Варшавский дневник», в котором была опубликована статья Леонтьева, очень мало читался в России, и, в общем, Леонтьев в связи с этим, видимо, вероятно, потому что эта статья не могла быть так вот широко популярна, не считал тему дискуссии с Достоевским закрытой. Уже после смерти Достоевского он возвращается к вопросу о всемирной любви. И, опять-таки, вот в этой переписке с Филипповым намеревается, прямо говорит о желании заострить ее. Уже пророк Достоевский и его уже христианское учение. Так он собирается назвать новую брошюру. Именно так такое название он дает. Значит, 14 мая 1981 года Леонтьев пишет Филиппову: «Я теперь думаю, что брошюрками дешевыми можно сделать пользу. Благословляете ли вы меня издать такого рода брошюру?» Уже пророк Достоевский и уже христианское учение. Ну, на что Филиппов ему отвечает, что это достаточно жестоко по отношению к усопшему. Он, вероятно, не заслужил такого определения. Поэтому проект остался нереализованным. Но что любопытно, опять-таки, в письме к Филиппову Леонтьев пишет, вот опять-таки мысль очень полемичная: Гартман и Шопенгауэр кое в чем ближе к Христу, чем эти усладители. Ну, кто такой Гартман? Эдуард Гартман, немецкий философ, очень популярный в то время в России, идеолог такого вселенского пессимизма. Ни на земле, ни при жизни, ни после жизни никакой отдушины нет. Значит, в этом, по мысли Леонтьева, намного ближе к Христу и к христианству, чем усладители. А кто такие усладители? Усладителями он называет
Достоевского и, что любопытно, Владимира Соловьева. И он поясняет о том, что, значит, но кто же это напечатает? Разве русские любят дерзость мысли? И тут можно, конечно, уточнить. Да? Владимир Соловьев, значит, по мнению Леонтьева, один из предтечей Антихриста. Братья Карамазовы – это гадость и ложь. Гартман и Шопенгауэр в чем ближе к Христу. А усладители, да, это вот как раз вот эти вот, значит, розовые христиане, которые этого Антихриста приближают. И он говорит: немцы кое в чем правы, считая славянство революционной силой. Любопытно, что словечко «усладители» напоминает нам еще об одном аспекте полемики, а именно о определении розовое христианство. Что же такое розовое христианство? Помимо всех вот этих евдемонических аспектов, связанных там с вселенской гармонией, всемирным братством, следует отметить еще следующее. Вот в первоначальном варианте статьи речь идет лишь о розовом оттенке, вносимом в христианство Достоевским. Развернутое же определение розового сентиментального христианства он дает уже в предисловии к брошюре уже после смерти Достоевского в 1982 году. За этими характеристиками, значит, стоит, вероятно, представление не о цвете, не о розовом цвете, а о розовой подслащенной воде. То есть вода жизни, говорит Леонтьев, трудна для среднего европейца, и усладители предлагают ему розовую воду, сиропчик, если угодно, парфюмерное средство. И впервые вот этот фразеологизм, эту идиому Леонтьев употребляет буквально за несколько месяцев до пушкинской речи в передовой статье Варшавского дневника по другому поводу. Он говорит о том, что «поменьше и той любви без страха того христианского «ле де роз», которым иные простодушно морочат и себя, и нас». То есть мы видим, что этот термин появляется у Леонтьева еще до полемики с Достоевским. И, видимо, вот в этой брошюре, задуманной о уже пророке Достоевском, он хотел обратить внимание именно на эту проблему. Было бы, кстати, интересно обратить внимание на этимологию этой идиомы, ее происхождения, известно не так много. Есть любопытное предположение исследователя Кремнева о том, что, говоря о розовой воде, речь идет о так называемом родостамне. Родостамна – это смесь вина и воды, иногда с добавлением мира. И родостамной омывают престол в храме при его освящении. Ну и здесь же мы можем вспомнить упомянутый уже тезис исследовательницы Белкиной о том, что Достоевский, значит, Соловьев упоминает в связи с Тютчевым понятие розовый славизм. Розовый славизм. Позднее литературовед и философ Сергей Бочаров назовет так две ереси. Ересь Достоевского розовая, ересь Леонтьева черная. Ну, потом появится еще такое определение, как пепельная ересь. Это уже у Сергея Булгакова. Итак, тема подмены суррогата найдет продолжение уже в дальнейших письмах к Филиппову, и Леонтьев, в общем, не упускал возможность противопоставить себя автору братьев Карамазовых. Он в очередной раз говорил, что по благословению старца Амвросия начинает печатать роман в православном духе, противопоставляет этот роман маргариновому, вот такой термин, такое определение, маргариновому творчеству Достоевского. Уже позднее, в 90-х годах, в 91-м году в журнале «Гражданин» Леонтьев в составе цикла «Записки отшельника» публикует статью, которая называлась «Достоевский о русском дворянстве». Ну, статья как раз и входит вот в этот цикл «Записки отшельника», где он очень любопытно интерпретирует, значит, анализирует образы русских дворян. В частности, акцент делает на роман «Подросток», говорит о Достоевском как о моралисте, причем здесь уже комплементарное, значит, высказывание в адрес Достоевского, что он верно выделил, верно выделил природу главного и ключевого начала русской жизни, а именно дворянства, но и попутно указывает на ошибочных его религиозных воззрений.
Говорит он так: «Влагая в уста русских монахов предсказания о повсеместном превращении государства в одну на земле торжествующую Восточную Церковь», это братьев Карамазов мы читаем, сам же пророчествует о каком-то непонятном, окончательном, всеобщем мире, всеобщей гармонии земной жизни под влиянием некой особенной славянской любви и русской идеи. При этом он выделяет эстетические недостатки у Достоевского, говорит о том, что недостаточно Достоевский владеет типизацией, в отличие от Тургенева или Толстого. И героев Достоевского в реальной жизни встретить проблематично. То есть никогда не встречал героев Достоевского, но встречал вот героев Тургенева, например. Там какого-нибудь Рудина или Лаврецкого можно встретить, а вот таких, как Версилов, очень проблематично. Говорит о том, что Достоевский – это, в общем-то, плод его психопатии. Вот здесь звучит термин «психопатия», но не в клиническом, наверное, все-таки не в медицинском смысле, а в таком художественно-метафорическом. Он говорит о том, что по героям Достоевского можно изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные извороты, его собственные горести, борьбу и мечтания, но не реальных, объективных, скажем так, типичных персонажей эпохи. Он говорит о том, что Достоевского не веет правдой жизни. Ну, собственно, не впадает ли сам Леонтьев в тот же грех, что и Достоевского, в котором он, собственно, обвиняет Достоевского? То есть в этой предельной субъективности, уже в восприятии героев, в неком проецировании своих собственных душевных изворотов на героев Достоевского. Так, это у нас Соловьев, сейчас мы к нему подойдем. Еще одна статья, вот прошу на нее обратить внимание, это статья «Оптинский старец Амвросий», также в 891 году в журнале «Гражданин» она была напечатана, и он напоминает о том, что многие думают, что отец Зосима в «Братьях Карамазовых» списан с отца Амвросия. Это ошибка, говорит он. А Зосима – это воплощение идеалов и требований самого романиста, а не художественное воспроизведение живого образа из православно-русской действительности. Советский исследователь Григорий Соломонович Померанц, говоря о том, что Леонтьев называет Достоевского евдомонистом и, в общем-то, соглашается с ним, говорит о том, что Константин Леонтьев писал о гордо своевольной любви к человечеству, который может, как он говорил, который может довести обоих великих писателей, имел в виду Толстого и Достоевского, до кровавого нигилизма. Кстати говоря, сам Леонтьев считал, что на земле всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим хуже. И это единственная возможная гармония на земле. Ну, есть такой греческий термин, который Леонтьев тоже использует, это антрополатрия, то есть обожение людей. И, собственно, вот гуманизм европейского типа, светский гуманизм, это как раз ересь антрополатрия. Это противоречащее православной канонике, православных догматов обожения человека. Вот сближение Достоевского с нигилизмом – это, конечно, логический парадокс. Но вот по мысли Померанца Достоевский сохраняет любовь к человечеству. Ну, как я уже сказал, позднее русский религиозный философ Сергей Булгаков назовет христианство Леонтьева пепельным. Он сделает вывод, что православие Леонтьева было тоже слишком свежеиспеченным, чтобы критиковать Достоевского. Он отмечает, что у самого Леонтьева не выдержаны канонические рамки, и монашеский дух, про который он говорит, ему тоже не очень свойственен. Это уже отдельная тема, критика Леонтьева Булгаковым, и назову здесь еще одного философа, Николая Лосского. Лосский, который солидарен с оценкой Булгакова и приходит к выводу, что нет ничего более чуждого духу Оптиной пустыни, чем христианство Леонтьева. Но
главным апологетом Достоевского все-таки выступил Владимир Соловьев. Вот мы можем видеть его на экране. Владимир Соловьев, который, кстати говоря, был хорошим знакомым, собеседником и корреспондентом Леонтьева. Ну, вот Достоевский с Леонтьевым не был знаком, а Соловьев был в очень близких, тесных отношениях с Леонтьевым. У них была такая достаточно напряженная переписка. И Соловьев пишет уже после смерти Достоевского работу «Три речи в память Достоевского» и прикладывает к ним заметку, которая так и называлась «Заметка в защиту Достоевского от обвинения в новом христианстве». Какие же аргументы у Соловьева? Соловьев прямо говорит, что обвинение Леонтьевым Достоевского в хилиазме неправомерно. Он говорит о том, что, собственно, а где безусловная граница в церкви между здесь и там? Границы между здесь и там в церкви не полагается. Сама земля по священному писанию и по учению церкви есть термин изменяющийся. Однако в своей трактовке идей Достоевского Соловьев пытается представить писателя как предтечу идей всеединства. Ну, тут есть некоторая полемичность, некоторая натяжка, но, что любопытно, Соловьев по многим пунктам, с которым он дискутирует с Леонтьевым, опять-таки также ссылается на откровение Иоанна Богослова, то есть на книгу «Апокалипсис». Что нам здесь интересно? Да? Соловьев говорит о том, что напрасно господин Леонтьев указывает на то, что торжество и прославление церкви должно свершиться на том свете. А Достоевский верил во всеобщую гармонию здесь, на земле, ибо такой безусловной границы не полагается. Ну, мы сказали, что земля по священному писанию – это категория изменяющаяся. Значит, есть земля, о которой говорится в книге «Бытия», что она была невидима и неустроена, и тьма вверху бездны и другое, та, про которую говорится «Бог на земле явися, и с человеком поживе». А есть иная, будет та новая земля, в ней же правда живет. Дело в том, что нравственное состояние человечества, всех духовных существ вообще вовсе не зависит от того, живут они здесь на земле или нет, а напротив, самое состояние Земли и ее отношение к невидимому миру определяется нравственным состоянием духовных существ. И та всемирная гармония, о которой пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой правда живет. И наступление этой всемирной гармонии или торжествующей церкви произойдет вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях нового рождения, как это описывается в «Апокалипсисе», любимой книге Достоевского в его последние годы. Ну, это справедливое замечание. Действительно, мы знаем, что Достоевский в 1971 году, перед тем, как начать работать над романом «Бесы», перечитывает еще раз «Откровение Иоанна Богослова», и там появляются новые пометы. Значит, таким образом, Соловьев прямо противопоставляет глубоко христианское понимание церкви, глубоко христианское понимание православия Достоевского тезису Леонтьева о евдемонизме Достоевского. Соловьев говорит о том, что нравственное состояние человечества – эта категория тоже не очевидная. Какую гармонию и какое благоденствие имел в виду Достоевский? И здесь возникает вопрос о хилиазме. Опять вопрос о хилиазме. Действительно, всемирная гармония в произведениях Достоевского не предстает как исторически обусловленная, детерминированная необходимость. Скорее, это некий идеал для Достоевского, идеал в кантовском смысле, идеал непрерывного нравственного стремления, это некая возможность. Собственно, анализ критики Леонтьевым идей Достоевского позволяет сделать вывод о том, что она лишь отчасти справедлива. Леонтьев не учел развернутую в произведениях Достоевского диалектику
утопического и антиутопического. Ну вот мы упоминали произведение «Сон смешного человека». Здесь как раз дистопия и утопия прямым образом соединяются. Мы помним, что современное православие, ортодоксальное, значит, православие отвергает хилиазм, ну и под тысячелетним, собственно, царством православная экзегетика подразумевает некий довольно продолжительный период от первого пришествия Господа Иисуса и вплоть до кончины мира. Значит, что же не принял во внимание Леонтьев? Леонтьев не принял во внимание диалогического, полифонического характера концепирования и развития мысли Достоевского. Он не учел того обстоятельства, что в произведениях Достоевского не содержится законченного учения о Царстве Божьем на земле. И в последнем романе мысль писателя о грядущей гармонии, в общем-то, рассыпана по большому количеству фрагментов, по разным местам. Например, по учению старца Зосимы, да, она в самом романе эта идея присутствует в характерном, в таком полифоническом обрамлении. В дневнике писателя Достоевский в одном месте прямо утверждает, что прекрасно понимает неизбыточность мечты о рае, но будет все-таки его проповедовать. «Сон смешного человека» об этом же. В других местах мы встречаемся с совершенно определенной мыслью о невозможности любви по заповеди Христа на земле. И здесь нужно прямо указать на тексты, которые дадут нам подтверждение. Еще в 1964 году, после смерти первой жены Марии Исаевой, на следующий день Достоевский оставляет следующую запись. «Возлюбить человека как самого себя по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает, я препятствует». И в конце фрагмента читаем. «Сам Христос проповедовал свое учение только как идеал. Сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие». Это учение о мече. «Ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивающаяся, а там бытие, полное, синтетическое, вечно наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, времени больше не будет». Леонтьев знать об этой записи не мог. Она, значит, это дневниковая запись в записной книжке, она не была опубликована. Однако, не случайно к изданию уже 1985 года Леонтьев напишет очень, опять-таки, прозорливую вещь, которая дает нам основание, значит, предположить, что Леонтьев не так однозначен, да, в своей трактовке. Мы говорим, что Леонтьев пишет: «Есть люди, весьма почтенные и умные, Достоевского близко знавшие, которые утверждают, что он этой речью, имеет речь о Пушкине, имел в виду выразить совсем не то, в чем я его обвиняю. Они говорят, что у него при этом были даже скрытые мечтания апокалипсического характера. Я не знаю, что думал Достоевский, что он говорил в частных беседах с друзьями своими. Это относится к интимной биографии его, а не к публичной речи, в которой ни тени намека нет на что-нибудь, на нечто не только апокалипсическое, то есть дальше определенного учения церкви, но и вообще мало истинного религиозного, гораздо меньше, чем в романе «Братья Карамазовы». И вот, кстати говоря, тот же Леонтьев постоянно ссылается на два текста Достоевского. Это «Записки из мертвого дома» и «Записки из подполья». Он говорит о том, что в «Записках из подполья» есть чрезвычайно остроумные насмешки над этой идеей окончательной гармонии, над благоустройством человечества. И если Достоевский имел что-то другое в виду, то надо было прямо это и сказать. Догадаться, говорит Леонтьев, невозможно. Но, тем не менее, вот эта идея Царства Божия в пространстве человеческой истории начинает Достоевского увлекать в 70-е годы. Вот, значит, «Маша лежит на столе, свяжусь ли с Машей» – это текст 64-го года. Так, а вот уже… так, у меня здесь был Николай Федоров, видимо… Да, уже в 70-е годы, значит, Достоевский знакомится с философией общего дела Федорова. Да, вот, по-моему, это оно и есть. Да? Значит,
с философией общего дела Федорова. И в письме к Петерсону от 1978 года мы читаем: «В сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их прочел бы как свои. Сегодня, значит, он пишет, да, сегодня я прочел анонимно Соловьеву, так как нашел в его воззрениях много сходного». Ну, Достоевскому в какой-то степени казались близки идеи Федорова о всеобщем воскрешении людей, о преодолении смерти. Но если Федоров проповедовал такое буквалистское биологическое воскрешение, которое должно было состояться на научной основе, то Достоевский пытался вложить в эту идею некий иной, скорее христианский смысл. Он в духе апокалипсиса проповедует всеобщее воскрешение людей уже в новой преображенной плоти. Тело в первом воскрешении предназначено быть на земле. Будут иные тела, не теперешние. Но однако, как и Федоров, вот что любопытно, да, в противовес Леонтьеву, он трактует спасение как некое всеобщее соборное дело. В отличие вот от теории трансцендентального эгоизма, от концепции индивидуального спасения, которую представляет Константин Леонтьев. Ну и вот любопытный момент, вот такие воззрения, значит, Достоевского на христианство, не, в значительной степени не ортодоксальные, как казалось многим, да, современникам, сближают Достоевского с французским философом, картезианцем Николя Мальбраншем. И вот, посмотрим на эти изображения. Так, вот они. Значит, Николя Мальбранш – это католический философ, тоже весьма по-своему трактовавший католицизм. Имя Мальбранша встречается в подготовительных тетрадях к работе к роману «Преступление и наказание». Ну и, значит, в других произведениях содержатся реминисценции из книги Мальбранша. И вот эти рисунки обнародовал в свое время Константин Барш. Итак, значит, подведем некоторые итоги. По мнению упомянутого уже Георгия Ореханова, противостояние Леонтьев-Достоевский есть противостояние теологии разрушения, вот это леонтьевская концепция, и катастрофическая эсхатология Достоевского. Теория преображения и светлой апокалиптики. Либо эта земля будет полностью разрушена и возникнет новая земля, и тогда никакими разумными человеческими усилиями, в том числе и коллективными, места в этом процессе для человека нет. В человеке просто нет смысла. Либо она будет преображена, и тогда здесь есть место и для человеческого творчества. Таким образом, в общем-то, сама проблема спасения мира для Константина Леонтьева есть только личное спасение. Мир спасется через вот этот трансцендентальный эгоизм. А служение общечеловеческому благу – это есть розовая фантазия. И, собственно, вернемся теперь к эсхатологическим, да, вот, взглядам Достоевского, которые он отражает в своих произведениях. Значит, на предыдущей лекции о геометрических феноменах творчества Достоевского мы говорили о том, что Иван Карамазов в романе «Братья Карамазова», значит, комментирует идею о сходящихся в бесконечности параллельных линиях. Вот, значит, это идея, которые могли бы сигнализировать, да, о новых перспективах в решении наболевшего вопроса о добре и зле. Если представить мир, значит, если Бог есть, и если Он действительно создал Землю, то, как нам совершенно известно, создал ее не по евклидовой геометрии. Он создал ее по евклидовой как раз геометрии, прошу прощения. А ум человеческий с понятием лишь о 3 измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже теперь геометры и философы, и даже из самых замечательнейших, которые сомневаются в том, что вся Вселенная и еще обширнее все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, и осмеливаются даже мечтать о том, что 2 параллельные линии, которые по Евклиду ни за что не могут сойтись на Земле, может быть, и сошлись где-нибудь в бесконечности. И вот эта идея бесконечности прямым образом сближается у Достоевского с идеей вечности.
а в идее вечности коренится возможность бытия Божьего. Ну, однако о геометрической составляющей концепции всеобщей гармонии мы уже говорили, сейчас мы этого вопроса касаться не будем. Ну и последний пункт нашей лекции – это вопрос о конце времени, как фраза, вот, взятая Достоевским из «Апокалипсиса». И вот эти временные параметры будущей гармонии так или иначе отражаются в его романах. Ну вот князь Мышкин говорит, значит, в романе «Идиот» о том, что он прямо говорит о том, что в момент эпилептического припадка он ощущает то, что времени больше не будет. Здесь уже такой звучит психиатрический, психологический аспект восприятия вот этого конца времени. Значит, Мышкин, вероятно, прибавил он, улыбаясь, что это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомеда, успевшего, однако, в эту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы. Все время раздвигается. И в психологическом отношении такая же участь смешного человека, в рассказе «Сон смешного человека», он верит в истинность увиденного сна, такого вышедшего из души и сердца его, а над ним все смеются, считая его сон бредом и галлюцинацией. И, в общем, эти слова князя, как известно, отсылают нас к откровению апостола Иоанна Богослова, вот они у вас на экране представлены. Значит, и уже в романе «Бесы», вот, Кириллов также подтверждает возможность вот это ощущение вот этого вневременного пространства через эпилептический припадок. Есть секунды, их всего за раз проходит 5 или 6, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии. Опять звучит вот этот термин. Совершенно достигнутый. Это не земное. Я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. И уже цитируя Апокалипсис, Ставрогин говорит, в Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. Кириллов отвечает, очень верная мысль. Время не предмет, а идея. И будто бы, комментируя этот фрагмент романа, известный мистик Серебряного века Петр Успенский прямо замечает, если время есть измерение пространства, то значит мы не движемся во времени, а находимся и живем в нем. Это значит, что события не случаются, а существуют. Вещи и явления мира имеют протяжение во времени. Таким образом, разговор о вот этой временной составляющей, это будет тема уже следующей лекции. Значит, категория времени, ее трансформация и реализация конструкта «конец времени» в более широком контексте мы постараемся представить в ходе дальнейших исследований. А здесь же скажем следующее, подведем итог. Идея, сам вообще проект утопического социализма, европейского, атеистического типа, Достоевским отвергается. Поэтому евдемонические обвинения в евдемонизме Леонтьева вряд ли состоятельны. При этом парадоксальный сам подход к решению у Достоевского. «Царство Божие не от мира сего». Как отмечает Анастасия Гачева, значит, в той же записи, сделанной после смерти жены, которую мы упоминали, да, и в набросках социализма и христианства, Достоевский прямо указывает на то, что смысл истории человечества в движении к Царствию Небесному, к идеалу соборного синтетического единства в Боге. Ну, можно ли говорить о достижении этого идеала в эмпирическом смысле? На наш взгляд, говорить можно об этом лишь как раз в антономическом смысле. На пространстве истории подобное царство недостижимо. Но с другой стороны, немаловажной была бы попытка сформулировать гипотезу о том, что путь к всеобщему счастью, который манифестируется героями Достоевского, может лежать через нарушение границ пространственного временного континуума, остановку течения времени, которая возможна как ситуация, когда время останавливает течение свое.
Ведь сам фактор физического времени – это уже явленная несвобода от всеобщей власти закономерности и порядка вещей. А бесконечность, как мы сказали, у Достоевского рифмуется с вечностью, а значит, с потенциальной возможностью Бога. Таким образом, мы движемся в русле соловьевской традиции, в понимании всеобщей гармонии, да, с некоторым полемическим, скажем так, возражением, с возражением Соловьеву о идее всеединства. Итак, во вселенной Достоевского происходит пересечение сатериологического начала, земля обетованная, спасение, и национального начала, русской идеи. И в какой-то степени мы можем говорить, как во вселенной Лобачевского и Римана происходит пересечение геометрических конструктов. На этом я заканчиваю свою лекцию. Можно ознакомиться со списком литературы, источники, пожалуйста, и исследования, на которые мы опирались. Как я уже говорил, объем исследований очень велик. И я думаю, что здесь не все отображено, но, тем не менее, какой-то аспект этой проблемы мы затронули, конечно, не претендуя на исчерпывающее раскрытие. Спасибо за внимание.